Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова. И в начале главной темы выпуска. Устранение последствий стихии. Восстановление транспортной доступности является одной из первоочередных задач, от которой напрямую зависит жизнедеятельность населенных пунктов. Рамзан Кадыров провел инспекцию восстановительных работ поврежденного после схода оползня участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ». Все для героев Родины. Мы помогаем в правовой помощи, получении медицинской адаптации, социальная помощь. Расскажем о том, как выстроена система поддержки в Фонде защитники Отечества и какие льготы получат ветераны и их родные в этом году. Избавляя темпы. На текущем этапе на объекте возводятся минареты, а монолитные работы уже вышли на финальную стадию. В новом районе имени Владимира Путина продолжается активное строительство. Вторая линия проекта застраивается и приобретает четкие очертания будущих объектов. Масштабные восстановительные работы развернуты в районе села Ярыш-Марды на федеральной трассе Р-217 «Кавказ». Дорожники укрепляют склон и готовят участок к полной реконструкции. Ход работ проинспектировал Рамзан Кадыров. О деталях расскажет Турпла Тайсумов. Осмотр поврежденного участка дороги, проходящего близ села Ярыш-Марды, глава Чеченской Республики провел с ознакомлением текущей ситуации, проводящихся работ. О планах и принятых решениях по устранению разрушений Рамзану Кадырову рассказал первый заместитель председателя правительства, министр автомобильных дорог региона Иса Тумкаджиев. Данный участок трассы Р-217 «Кавказ» очень востребован, а потому будет восстановлен в еще лучшем виде, чем был прежде. Предыдущий похож на 42 километра. Капремонт площадь 200 бегов, 17 километров. Мой дальше объект. Он легкий землях на 40 километров. Капремонт, мост, он площадь объект. А дальше оттуда туристическое направление. Шухот качает на 25 километров. Выравнивающий слой, есть поверхностный слой, он доводишь. Дал мы окни, мелкие официально пикина. Пиккальцы такой что там объект, он дата шаги технику йолшу, это объем алтын кылардыш дистанция жоо кезгүү но объем жоо yok кылар бандыш о каме таши керек хан yok хок кыл бобеш болду бир бобе ок кала вез бобо хали чма тече бобо жоо диди ок кемел болду диди алхи ок шая ок жоо нутиза ок في حي يقدرون يشوفون بيوتات هند حيوقشي انتو انطلع تو هندو تو الحالة يعني سلام ده اكسوات الجيم حقوة تنيروي يوبيلاج تعاطي في الحالة احنا ودوني شو يقول خليه شكلي الماس ممكن تمشي الشيء شو حتى بالكوش كيس نوي أنا ذا أطلع شو مش حتى بيروح بالكوش كيس نوي شو يزن دوي إذا الدور دي حامية موضوعها موضوع انت دول اكسواتر دي حيوت شيء موضوع ده ابدي حان شوي ده تمزود شباب بيش دي يسمي شتي يولات ولا جايتين مش تاعدو شو. На участке работает огромное количество техники. Она позволяет оперативно устранять последствия схода оползня, а затем начать полноценную укладку нового дорожного полотна после укрепления фундамента и откосов, необходимых для удержания грунта. أشر وحيان إشاعي يخط إشاعي يعالوس وحيان خي واحد وصار أرق بيركرت دينا يبيركرت ديش يخي ده مست
هو بس حاقت إنك بيتو نيس أخ نقع بها أتشعب اللي قد داس بهش دهم دوش يسيدو إيماشين أصدي حار ساق ويش يهوك شوبوش أصدي حد يرس دوك ترانسبورتيو فهو داس تيج أتشعب بك داس بهش إنك طول ربوش تاخ أصحى ويوك شريوانو شاتوسكيو إتوم كالينسكيو ده المغلحر بوخ تتع بيشبور حوز داخل دو ده ديكنز بيخن بوخو بوخ ده تاع بيركتي يوكو. Особенности рельефа местности создают определенные трудности в работе. Однако на место стянуты дополнительные силы Министерства автомобильных дорог для быстрого решения возникших проблем. Восстановление транспортной доступности является одной из первоочередных задач, от которой напрямую зависит жизнедеятельность населенных пунктов, работа экстренных служб и обеспечение бесперебойного движения. Турпал Лолита Исумов, Хусейн Мурдаханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Яркие номера, буря эмоций и борьба за победу развернулись на гала-концерте фестиваля «Межвузовская студенческая весна». На одной сцене собрались яркие представители молодежи со своими творческими номерами в разных направлениях. Между собой состязались сразу 3 вуза. Поддержать молодых людей прибыл и глава региона. С места события Рамзан Абуев. Начался новый этап, сдержанный внешне, но требующий большой внутренней силы. Открылся гала-концерт республиканского фестиваля «Межвузовская студенческая весна» чтением стихотворений с показом иллюстрированной книги о жизни первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Продемонстрировать свои таланты и креативность в 5 конкурсных направлениях на сцене сошлись студенты 3 вузов. Почетный гость – глава Рамзан Кадыров. Конкурсный марафон позади. Месяцы подготовки, переживаний, репетиций остались за кулисами. Имя лучшего в направлении вокал раскрывает директор Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова, заслуженная артистка России Лина Муртазова. Становится Чеченский государственный университет. Чеченский государственный университет имени Ахмата Хаджи Кадыровича Кадырова. Вот студенты показывают казачий пляс, а это уже национальный чеченский танец. Настал волнительный момент. Победителя в направлении танец объявляет первый заместитель министра культуры Дина Шагидаева. На главной сцене республики участники объединились в единую команду, чтобы представить свои лучшие номера. Студентка ЧГПУ Диана Сусаева прочитала стихотворение собственного сочинения. Она сгорает свечой, чтобы в глазах своего чада всегда было светло. Настал еще один волнительный момент. Министр культуры Иса Ибрагимов приступает к награждению победителя в направлении медиа. Становится Чеченский государственный педагогический университет. Присутствующие также почтили память народного писателя, кавалера ордена Кадырова Мусы Ахмадова, внесшего значительный вклад в развитие культуры. В рамках Года единства народа в России студенты продемонстрировали многообразие этнокультурных костюмов. Я студент Грозинского нефтяного университета, и уже понятно, за кого я болел. Больше всего мне понравилось номер «Иллюзия», где студенты Грозинского нефтяного и студенты Чеченского государственного педагогического университета показывали номер с масками. Фестиваль мне очень понравился. Каждый университет был хорош. Студенты проявляли себя очень с творческой стороны, очень хорошо. Я, конечно, болела за свой университет. И вот руководитель секретариата главы Валид Эдилов награждает победителей в направлении театра. Становится Грозинский государственный университет. Грозинский государственный нефтяно-технический университет имени академика Миллиончикова. Победитель направления театр студенческой весны 2026. Еще одним победителем направления театр становится у нас Чеченский государственный университет. Чеченский государственный университет. Еще одним победителем направления театр становится Чеченский государственный педагогический университет. В преддверии Дня памяти и скорби студенты Грозненского нефтяного университета представили документальный видеоролик об Ахмате Хаджи Кадырове. Мы закончили его. Чеченцы закончили его. И я его закончу. И не буду
Фестиваль посвящен 75-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Как отметил в своем выступлении министр по делам молодежи Рамзан Висмурадов, именно благодаря вкладу первого президента нынешнее поколение может свободно творить, развиваться и раскрывать свои таланты. Мне искренне приятно видеть с вами талантливую, творческую, инициативную молодежь, которая собрала нас здесь. На этой сцене мы стали свидетелями итога огромного труда, десятки репетиций, бессонных ночей и, конечно, безграничной любви к искусству. Этот фестиваль в очередной раз доказал наш молодежь талант во всем. От всей души желаю вам удачи, еще более ярких выступлений и больших побед впереди. Сборная Чеченской Республики впервые вошла в число победителей всероссийского этапа фестиваля «Студ весны» в Казани. Рамзану Кадырову вручили благодарственное письмо от организаторов за помощь в его проведении. За помощь в организации и проведении 33-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» образовательных организаций высшего образования награждается Кадыров Рамзан Ахматович, глава Чеченской Республики. И вот финал церемонии награждения Гран-при в направлении «Оригинальный жанр». Наступает самый волнительный момент, кто станет обладателем главного приза фестиваля – Кубка имени первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Победителем нашего фестиваля «Студенческая весна-2026» становится Чеченский государственный педагогический университет. Чеченский государственный педагогический университет. عني رجيوني عني متى رسي دون إشت مخ كيل هوجو واوخش هور شرح دون إشت هوخ شو إشت لارم بشمت كياتشن دخل أديشن هندج ترى وين قطعه هوك كجير شر حاجة يتر وي ريسبلك عخيل دول حال دخل أحمد هاش حالات بول لاتونيق راح وجر وين غال نش إيش ودي ستسويش وين هو دنيا وين مخ كيل هوش حاجة يتر ده وجر بوق أحمد هاش منيقيم Приятным дополнением стали денежные премии от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Миллион остальным по 500 тысяч Фестиваль ежегодно подтверждает, молодежь успешно совмещает академические успехи с творческими достижениями. Фестиваль «Студенческая весна» давно перерос в формат конкурса талантов. Сегодня это площадка для формирования молодежных лидеров и профессионалов. Как отмечают организаторы, проект решает значимые задачи, закаляет командный дух, учит ответственности и открывает для молодежи мир искусства. Рамзан Абуев, Шамсудин Джабраилов. При поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. В правительстве региона состоялось заседание под председательством премьер-министра Магомеда Даудова, посвященное ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений. Участие приняли руководители профильных ведомств и главы районов. В ряде муниципалитетов зафиксированы разрушения и повреждения жилых домов и социальных объектов. Специалисты продолжают работу на местах, устраняя последствия разбушевавшейся стихии. Особое внимание уделено формированию списков пострадавших граждан и оценки причиненного ущерба. Магомед Даудов отметил, что работа по фиксации ущерба должна проводиться оперативно, с учетом каждого обращения жителей. Он поручил ускорить все необходимые процедуры и обеспечить своевременную помощь пострадавшим. Как вы знаете, на территории Чеченской Республики в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений были затоплены и разрушены домовладения, повреждены конструкции зданий и инфраструктура, нарушено электроснабжение и газоснабжение в ряде населенных пунктов, а также транспортное сообщение на отдельных участках автомобильных дорог. В пострадавших районах продолжается работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На особом контроле работа по оказанию пострадавшим единовременной материальной помощи и финансовой помощи при утрате имущества первой необходимости. О проводимой работе по формированию списков пострадавших. Над этим поработайте, результат. Плюс протокольно хан единовременный полностью список чекал. Плюс частично мацтагу
10 тысяч. И 10 тысяч мы семьей, примерно 1000. И 1000 домовладения мы дом кирш дочду, мы дом кирш дочду. То же самое дело, полная утрата. И цифр, что он дага одежду. Так, садиона, единовременно ахштал одежду, он 1000 год. Сочистично утрат одежду, 365 год. 365, допустим, 20 адресов ашвор домовладения. И 20 адресов, адрес диона, кирш дочду, и 2 адреса диона, уже триместный судья диона, цер кирш диона, я не сделал, я восстановил диал. И бог хлебешь, буш он отчетки срок шхлебешь. И нахцан прид батум байдата, облюдно даже единовременно выплаты. Я думаю, частичка полным ютырят свой. Знаран диона, ахш душунис. И не хака душунис. Кедиш, протокольно поручить дела. Частички на душун из полной утраты на душунат. В новом районе имени Владимира Путина постепенно формируется вторая линия застройки, возводятся жилые дома и инфраструктурные объекты. Все процессы протекают в усиленном режиме. Проект развивается с утвержденным планом, а территория приобретает завершенные очертания. Продолжит мой коллега. Строительство второй линии нового района имени Владимира Путина началось несколько месяцев назад. За столь короткий срок уже виднеется каркас будущих домов. Рабочие трудятся в круглосуточном режиме, чтобы уложиться в срок. К примеру, на объекте, где возводится здание Либерти и Шекспир, уже завершены монолитные работы и приступили к фасаду. Гидроизоляции Либерти здание парковка также и на Шекспире тоже гидроизоляция еще. ويبالغ شتاء عن سيخ حدش حدوخ شدوي منريت نبالغ практически чекнул дольдоин свои утепление ше фасадный белых жду что на Либерти что на Шекспире и белых что всех дадуешь дуб утеплитель латёган ялли практически блок ше а их создание шлях 90% велю утепление то же самое практически ялю и подсистем дату ше фасадный белых что хоть сделала. Помимо этого, в районе строятся социально-религиозные объекты для удобства будущих жителей. В строящейся мечети на улице Фасадной уже завершены монолитные работы. Общая площадь святыни составляет 8900 квадратных метров. По завершению работ двухэтажное здание украсит массивный купол, расписанный аятами из священного Корана. При комплексе будет действовать медресе на 240 учеников, а прилегающая территория станет современным благоустроенным общественным пространством. Данная мечеть будет нести имя старшего сына первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова Зелимхана. Он был религиозным человеком. В конце 80-х он отправился в Турцию углубленно изучать ислам. Однако в 90-е, узнав о печальных событиях в регионе, немедленно вернулся домой, чтобы оберегать семью. В самые тяжелые времена он был рядом с Ахматом Хаджи, помогал ему вывести народ из тяжкого положения, работал в правоохранительных органах. Его жизнь трагически оборвалась спустя всего лишь 2 недели после гибели первого президента Чеченской Республики. Ведутся фасадные работы по укладке мрамора, купольные работы по укладке кровли. В данный момент задействовано 6 кранов, 2 куна и более 100 человек задействовано на данном объекте. Иншаллах, мечеть сдадим срок, как и обещали, 7 октября. Часто во время работ техника уходит из строя. Чтобы этого не допустить, специалисты данной области проверяют кабели на наличие дефектов. Все это делается, чтобы не было чрезвычайных происшествий и процесс не остановился. На каждую сварку провели вот эти кабеля трехфазные. И всякие розетки, переноски, вот эти кабеля. И они часто, иногда машина проезжает или там тут много работы, иногда что-то где-то ломается, сгорит. Ее восстанавливаю, проверяю, если что-то слабо, то докручиваю. Так, как только крыша закончится, на люстру все это тоже приведем. А так, основные, там тоже электричество привели, свет и розетки, все тоже уже в деле. Сейчас у меня моя задача, главное, это обеспечить электричеством инструменты рабочие. После завершения работ святыня сможет единовременно вместить до 5000 верующих. Эта мечеть уникальна. Она единственная в стране, обладает 6 минаретами. Религиозный объект ставит архитектурные рекорды. Высота минаретов достигает 54 метров. Впечатляет и центральный купол. При высоте в 24 метра его диаметр составляет более 59 метров. Кроме того, в этом же районе строится еще одна мечеть, расположенная в начале пешеходного бульвара, в которой будет 2 молельных зала, вестибюль, комната для имама и технические помещения. Финансирование обеспечивает региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Реализация проектов
объектов находится под личным контролем главы Чеченской Республики. На текущем этапе на объекте возводятся минареты, а монолитные работы уже вышли на финальную стадию. Общая площадь застройки превышает 2000 квадратных метров. Согласно проекту, после ввода в эксплуатацию мечеть сможет одновременно принять до 5000 прихожан. Оба религиозных сооружения будут соединены пешеходным бульваром протяженностью 1,5 километра. На бульваре создадут все условия для отдыха. В центре этой пешеходной артерии также расположится православный храм, что подчеркнет идею межконфессионального согласия в регионе. Ахмед Рамазанов, Саид Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В регионе продолжается системная работа по поддержке участников и ветеранов специальной военной операции. Ключевую роль в этом направлении играет Фонд «Защитники Отечества», который оказывает комплексную помощь бойцам и их семьям от медицинской реабилитации до содействия в трудоустройстве. В следующем сюжете еще одна история восстановления бойца при поддержке филиала. Ветераном специальной военной операции Рустам Саламов стал в 42 года. Мужчина отправился на передовую из-за чувства долга перед Родиной, но, к сожалению, не обошлось без увечий. В одном из боевых выходов он получил тяжелое ранение, из-за чего потерял ногу. Штурман дивизии рота. Шума дальше, командир отделения хватает, сухалха вечер, хотя там нет разницы, кто-то сзади, кто-то спереди, сухалович. И получается там Мухдала и ПМ-то не свелся. То есть противопехотный мин, он взорвался, отбросил. И так получилось, что в итоге после ампутации остался без ноги. Сейчас мужчина чувствует себя уже гораздо лучше. В беседе с нашей съемочной группой он рассказал, как его жизнь изменилась далее. И что даже после полученной травмы руководство региона его не покинуло. Вот так в этот сложный период рядом оказался социальный координатор филиала фонда «Защитники» Муаммад Садулаев. Он взял на себя весь процесс сопровождения от работы с документами до направления на медицинское восстановление. Главная задача фонда – комплексная поддержка участников и ветеранов специальной военной операции. Это помощь в лечении и реабилитации, психологическое сопровождение и содействие в трудоустройстве. Только в регионе действует порядка 30 мер социальной поддержки. У нас очень много программ. Мы помогаем в правовой помощи, получении медицинской адаптации, социальная помощь. Хотелось бы отметить, что со дня открытия филиала фонда мы провели 786 мероприятий, из них 85 при поддержке нашего фонда Кадырова. Также очень хочется отметить огромную роль нашего главы, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Процесс подачи заявления и оформления документов в филиале выстроен максимально просто. На всех этапах координаторы оказывают помощь своим подопечным, что позволяет избежать лишней бюрократии и значительно ускоряет ход процесса. Регистрация фонда в заявительной форме идет. Каждый участник СВО может непосредственно позвонить на горячую линию 117, проконсультироваться. Далее по заявительной форме может приехать по адресу Ханкальский проезд 9А, зарегистрироваться у нас, стать на учет, и непосредственно мы за ним закрепим координатора, куратора, то есть который непосредственно будет его оповещать. Необходимые документы — это паспорт, СНИЛС, полис, ветеранское удостоверение идет, выписка из приказа, и дальше уже мы фиксируем его, заносим в базу. Кроме самих бойцов, особое внимание уделяется и их семьям. У нас в офисе филиала ведут прием 3 клинических психолога. Ежедневно с 9 до 6 участники специальной военной операции, а также члены их семей могут получить абсолютно бесплатно психологическую помощь. А также в филиале фонда оказывают содействие в получении технических средств реабилитации участникам специальной военной операции с инвалидностью. Стоит также отметить, что уже с июня стартует прием документов от детей участников специальной военной операции для поступления в вузы и СУЗы. По протокольному поручению главы региона и при координации межведомственной комиссии, возглавляемой вице-премьером Ахмедом Дудаевым, филиал фонда «Защитники Отечества» определен единым центром приема заявлений. Рабят Гайтиева, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В Государственной галерее имени Ахмата Хаджи Кадырова открылась выставка заслуженного художника Чеченской Республики Исмаила Денильханова. В экспозиции представлено большое количество произведений, выполненных в технике цифрового искусства в стиле абстракционизма. О мотивах, заложенных в работах, расскажет мой коллега.
В Грозном прошла выставка Исмаила Денильханова, переуроченная к 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. На суд зрителей были представлены как одни из первых его работ, так и последние. Картины выполнены в современной арабо-мусульманской каллиграфии в стиле Digital Art. Главная тема выставки – это, конечно, коранические смыслы. Выставка называется «Вечные смыслы». Как мы знаем, в этом мире вечно только Всевышний, а Коран – это слова Аллаха. Основная тематика – это, конечно, аяты из Корана, но здесь есть и такие некоторые слова, которые относятся к исламу, например, как сабр, либо картина, например, любовь, которая отражает всю суть ислама. Выставку посетили как деятели культуры, так и просто ценители искусства. Гости высоко оценили представленные работы. Каждый нашел для себя картину, которая была больше всего им близка. Но в одном сошлись все. Творчество Исмаила Денильханова удивляет своей глубиной и смыслом. Когда первая выставка Исмаила была, я обратила внимание на одну картину, и, конечно, у меня пошли богатые ассоциации, и была написана такая хорошая статья о каллиграфии, о том, как в поэзии открываются чувства, когда смотришь эти картины. В работах автора важную роль играют цифровые технологии. Свои идеи Денильханов первым делом воплощает на планшете. Этот стиль позволяет не только работать с холстом, но и передавать замысел на физических материалах, что добавляет его картинам более яркие впечатления. Видно, что автор к каждой работе относился по-особенному и хотел, чтобы вот это все популяризировалось. Мне очень нравится именно та часть, которая вот, смотришь на выставку, и идет такое непроизвольное одобрение этой выставки. Выставка художника поразила не только взрослых, но и маленьких ценителей искусства. Для подрастающего поколения важно с юных лет приобщаться к прекрасному, особенно если это идет параллельно с религией. Мне понравилась картина «Кто ищет, тот находит». Тут красивые картины. У автора большие планы и море вдохновения. Свои работы Исмаил Денильханов планирует показать и в других регионах страны, и даже в галереях ближнего и дальнего зарубежья. Эта галерея сегодня стала точкой притяжения для любителей искусства. Здесь представлено 40 этюдов в стиле Digital Art. Выставка открыта до 5 июня, и у зрителей еще есть время все увидеть своими глазами. Дени Хамидов, Адлан Хусаинов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.